И тем не менее, сегодня я вышла на одиночный пикет как гражданин Российской Федерации, у которого пытаются отобрать его право получать альтернативную информацию. Информацию, которая не спущена сверху вниз, а которая представляет какие-то другие, отличные от официальной точки зрения. И, конечно, в массовом признании различных независимых медиа иноагентами я вижу не что иное, как попытку государства отрезать их от их аудитории, нас, соответственно, от альтернативной информации. Мы будем с вами скоро жить в сказочной стране. Сказки будем слушать с утра и до вечера из официальных телеканалов, радиоканалов. Наверное, скоро доберутся и до Ютуба, и до интернет-пространства уже добрались. Сказка-то сказывается, да, но она не будет иметь ничего общего с нашей реальной жизнью. Средства массовой информации еще, кстати, выполняют очень важную функцию. Они порой помогают людям там, где система им помочь не способна. Это и помощь больным детям, это и помощь людям, которые оказались в ситуации правового беспредела. И, по сути, мы с вами, прежде всего, лишаемся вот такого вот помощника, а в некоторых случаях даже спасителя. Потому что, когда завтра нас будут избивать на митингах, о нас некому будет рассказать. Мир о нас не узнает. Ну, к счастью, есть хотя бы интернет, мы, конечно, будем выкладывать куда-то там в блоге, да, огласка — это то, что порой больше всего боятся наши власти. И у нас должны быть источники информации, журналисты, к которым мы обратимся, и они пойдут нам навстречу, расскажут нашу историю, условно, да, придадут ей огласку, и мы хоть какую-то будем иметь защиту. Я прошу вас всячески оказать поддержку независимым медиа. Понятно, что всем мы все равно не поможем, но вы можете выбрать то, которое вам ближе. Я, допустим, несмотря на то, что сейчас не имею постоянного источника дохода, оформила в платеж в пользу «Медузы». Мне уж очень нравятся их сторисы, их посты, мне интересно их читать, и я готова платить за это деньги. Это моя ответственность, это мой выбор. Я прошу вас, выберите тоже какой-то независимый СМИ, поддержите их. И хотя нам все сейчас пытаются пропагандистские СМИ рассказывать о том, что, в общем-то, да что такого-то, это просто статус, это просто уведомления, да, которые должны отправлять Минюст там, иноагенты. Нет, друзья, это потеря рекламодателей. Потеря рекламодателей – это невыплаченные зарплаты. Это потеря журналистов в итоге, коллектива, ну и таким образом Дождь может прекратить свое существование, как и любое другое медиа, о которых мы говорим так много в последнее время. Поэтому, друзья, найдите в своем кошельке, ну, хотя бы там 100-200 рублей, потому что это нужно не им, это нужно нам с вами, чтобы не остаться в итоге в тишине и на кухонке с разговорами о политике.